щедро прям так намотаем. Нам надо задать скоростью такую. Приятного аппетита, ребята. Мы идем кушать. Друзья, вы все это смотрите и удивляетесь, что мы будем делать. Мы будем готовить удивительное блюдо. Как раз к Николиному дню в Республике Саха принято в Николин день готовить утку. А мы будем утку готовить немножко нетрадиционным рецептом, но зато очень вкусно. Первым делом мы начинаем с уток. Надо их обработать. То есть они у нас ощипанные, приготовлены. Я их еще вчера посолил чуть-чуть, чтобы они лишнюю влагу выпустили, чтобы мясо было вкусное. И еще момент. Сюда очень рекомендую использовать чирки. Маленькие такие утки. Они часто бывают весенние, особенно очень худенькие, нежирные. И такие мясо у них сухое. И на этот рецепт именно чирки, они очень идеально подходят. Нам надо первым делом опалить тушки. Потому что они ошипанные, но у них остались пушинки и маленькие волоски. Вот их надо опалить. Иначе они у нас сразу же осядут в нашем аппендиксе. Все готово у нас. А вот теперь на вопрос, почему я заранее за день немножко присаливаю. Потому что он вот эту свою кровь черную выпустила. Это нам нечем, это нам только даст темноту на самой еде. Так они будут красивенькие, вкусненькие. В этом рецепте головы особо не нужны, поэтому мы их убираем. Самый главный ингредиент этого рецепта, друзья мои, это обычный говяжий фарш. Нам его потребуется примерно грамм 600. Берем так на глазочек. Все на глаз. Если больше половины, значит грамм 600. Так как говяжий фарш у нас зачастую бывает не очень жирным, а для этого рецепта нам нужно жирное, мы берем курдюк бараний. От него отрезаем, наверное, вот так грамм 100-150. Убираем отсюда лишнее все застарелое. И рубим его вот так мелко. Можно его так нарубить, можно на мясорубочке, но так как у нас объем маленький, не стал я запускать мясорубку. Сделал так. Дуча, принеси ложку, пожалуйста, в столовую. Мама сказала, там воды не надо немножко еще. Смотри. Спасибо. Ух ты, а что такое? Это я когда мяч спасала. Не надо было прыгать там еще. Добавляем. Теперь сюда нам нужен лук. Лук тоже как можно меленько нарезаем. Так, отправляем лук. Чтоб сочнее было, кажется, надо 2 лука. Так, теперь нам надо его поперчить. Примерно где-то чайную ложечку. Соль тоже примерно у нас пойдет половина столовой ложки, наверное. И замешиваем. Так, туда мы еще добавляем рис. Мы рис заранее промыли. Вот столько риса нам достаточно будет.
У нас, так как рис есть там, она возьмет на себя всю влагу и всю соки фарша, поэтому, чтобы такого мало было, мы добавляем 2 столовые ложки растительного масла в фарш и примерно грамм 100 воды. Вот такой тягучий красивый фарш будет у нас. На следующий этап нам понадобятся наши приготовленные уточки, веревочка, ну ниточка любая. Наш фарш готовый. Так, мы переложим обратно, давайте утки в эту миску. Красивые какие, вкусные. Кстати, ребята, то, как мы добывали эти утки, можете посмотреть вот тут или вот тут, где сейчас выплывет окошко. Называется видос «Охота на уток в Якутии весной». Буквально на той неделе мы их добыли. Мы фарш посолили, а фарш не отдаст свою соль в утку, и поэтому нам надо внутренности утки чуть-чуть присолить. Щедро прям так начиняем. Прям вот так 2 ложки заходят. Хорошо. И чтобы она у нас не развалилась, мы вот так произвольненько намотаем. Ножки тоже так красивенько завяжем. Такая у нас картинка будет. И повторяем всю процедуру по новой. Я вот как-то машинально все очистил, ощипал, и когда внутренности достаешь, вот такие надрезы сделал черков. Для этого рецепта лучше черки сделать вот здесь маленькой дырочки, оттуда все достать. И тогда вам не понадобится помощь вот такой нитки, чтобы вот это все дело фиксировать, чтобы там фарш как-то держалось. У нас утки все готово. Теперь, как вы видите, у нас тут палитра всяких овощей. Мы остаток фарша будем начинять перец и капуста. Это как бы классические голубцы будут. И потом все это дело отправляем в казан, томится на несколько часов. Все эти соки, все эти вкусы перемешаются. Это будет бомба. Аккуратненько нарезаем перчик вот так. Убираем. Этой же крышкой потом мы закроем. Тут нам надо семечки удалить. Обязательно тут тоже надо, чтобы потом вкусненький перчик был. Все присолить. Отправляем туда наш фарш. Закрываем, как было. Как было? Вот так было. Все это дело у нас пойдет в казан вместе с утками. Вот так быстро и непринужденно мы справились с перцами. Такая гамма. Но у нас закончился фарш. А тут у нас листья капусты целые. Но мы не расстраиваемся, потому что тут у нас грамм 300-350 фарша оставалось. И курдюк есть. Мы сейчас все отдело обновим для капусты. И рис как раз, кстати, у нас все осталось. Давайте сюда еще добавим для вкуса, аромата чесночка молотого. Для красивого цвета копченой паприки. Лук обязательно. Замешиваем. У нас еще перец, соль и чуть-чуть растительного. Стол должен быть чистым всегда. Вот одно действие закончили, ну, с перцем закончили. Давайте сразу стол убираем, чтобы она нам не мешала на следующее действие. Листы капусты мы заранее, я вот замочил его в кипятке. Видите, какие они мягенькие, эластичные и такие полуготовые. Мы их берем, отрезаем вот этот серединный, как она называется, я не знаю.
Ну, отрезаем его вот так. Ложим. Берем фарш. Ложим. И тут как у вас получится. У меня примерно так получается всегда. И вот так. Красивенько собираем. Как ребро жесткости работает. И не дает вам красиво завернуть. Тут у нас фарша всего лишь чуть-чуть. Да, мы сейчас быстренько это сделаем. А самое большое количество голубцов лепили, помню, в 2006, по-моему, 22 декабря. День энергетика был. Я энергетик по профессии. И вот к празднику на 300 человек, 6 человек в команде, мы лепили вот так голубцы. Это был прям вот такая гора голубцов. После этого меня надолго отбило готовить голубцы. Но сейчас уже нормально. Хотя давно не делал. Вот помните, да, историю с кочерышкой? Кочерышку нельзя никогда выкидывать. И это тоже. Ну, пока капусту делаешь, кушаешь. Очень вкусная, полезная история. Я вот такие делаю шаурмишки на завтрак. Куриная грудка, сыр и лук или острый перец, кому по желанию. Тоже так же заворачиваете. Прямо так. Все так. На сковородочку, вот прям на горячую сковородочку, вот так аккуратненько ложите и чуть-чуть чем-то придавливаете. Получается вкусный такой полезный завтрак. Все, с этим делом закончили. Вытираем руки и идем подготавливать казан. Отправляем все это дело. Ой, достаточно будет. Печку хочешь зажечь? Иди зажги. Ну вот пистолетиком зажги, да. Так, держи. Вот. Все, и не двигай. Видишь, у тебя сразу загорается. Крути. Газ закрыл. Убираешь. И печку. Оп, оп. Все. Огонь мы подтопили. Пока казан нагревается, пока температуру набирает, мы займемся с вами курдючком. Потому что нам надо дно застелить. Нам нужны вот такие слайсы тоненькие. Этого должно хватить. Казан у нас, где огонь касается, она уже высохла, она уже горячая. Мы туда заливаем масло. Масла заливаем много, почти литр. Очень сильно прям прокаливаем масло прям до дымка. Для чего? Для того, чтобы мы в этой горячей масле, буквально кипящей масле, как во фритюре, обжарить утку, чтобы она покрылась со всех сторон коркой. Не обжарилась, а коркой покрылась. Потом мы сливаем масло и все собираем в казане, все эти дела. И она будет там томиться. У нас масло разогрето, готово. Это можно заметить по легкому белому дымку. Берем аккуратненько половник, отправляем. Будем жарить по 2. Буквально чуть-чуть с одной стороны и чуть-чуть с другой стороны. Нам надо задать корочку такую хрустящую. Готовенькая, буквально пару минут. Видите, все корочкой покрылось. Вот смотрите, видите, тут она другого цвета, а тут она уже беленькая стала. Значит, она уже коркой покрылась с той стороны. Мы можем уже брать аккуратненько и переворачивать. Видите, какая корочка уже.
Масло нам надо чуть-чуть остыть. Мы картофельник отправим. Тут подготовительные дела нам сделать. А именно нам надо лук. А картошку мы кинули для того, чтобы, пока мы тут делами заняты, картошка немножко там не давала перегреться маслу. Картошечку можем потом отправить вместе с перепелками обратно. Это масло, когда отстоится, можно его процедить и использовать повторно в таких блюдах, как плов, там, потому что это масло, оно напиталось вкусами утки, утиное масло немножко сюда вытопилось, и она уже имеет какой-то вкус. Для риса это масло прям то, что доктор прописал, скажем так. Стираем казан, застилаем одним слоем курдючное сало. Уже сразу начинает работать, накапливаться. И аромат какой пошел. Сразу отправляем лук. Следом у нас идет помидор большими такими круглыми кусочками. Цукини. Морковку крупненько. Возвращаем наших уток. Перцы идут фаршированные. Потом идут следом голубчики наши. Острые перчики целиком. Каждый потом себе. Чеснок, естественно. Для вкуса. Кукуруза тоже все в основном для разнообразия вкусов пойдет. Пока мы все это дело на тюрмок собирали, жир вытопилось, немножко лук поджарился. Я уже по запаху, по аромату чую, что лук успел уже выделить сахар. Мы его чуть-чуть подсолили. И уже можем наливать чуть-чуть воды. Этой воды достаточно будет. Еще овощи наши, которые в казане, они тоже сок выделят. И у нас такой бульончик будет там. Закрываем казан крышкой. Закрываем поддувало. И забываем где-то на 2-2,5 часа. На медленном огне томим. Прошло примерно где-то 40 минут. Давайте посмотрим. Откроем. Мы открываем для чего? Потому что попробовать на соль. Давайте-ка. Ох, 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 что творится, а? Какие ароматы, какие вкусы. Так, где кипит, бурлит. Берем. Что творится? Начинаем сервировать стол. Перепелиные яйца обязательно к такому рецепту идет. И домашняя аджичка. Сразу наглядно, да, вот такой плохой нож сейчас. И как режет нормальный нож, да, вот такой. Это спецзаказ, мой нож, мне его делал мой друг. Вот так сразу. Этот шеф-нож мне сделал мой друг Валентин. По моему заказу, по моему чертежу. И очень удобно. Этот нож металл сырой, углеродка называется. Это как. Ну, его точить очень удобно. И у него спуск с двух сторон сделан как у якутского ножа с одной стороны. Очень острый, очень хороший нож. И главное, он один такой. Ну что ж, друзья, прошло примерно 1,5 часа после последнего открывания нашей крышки. Сейчас открываем вместе с вами. Давайте. Вау! Красота! А ароматы просто восхитительные. Что могу сказать? Плохо, что не передает экраны наши совместно, наши
технологии, ароматы. Ну, может, оно и к лучшему. То, что тут просто... Ах. Давайте добираться до наших... Ой, какие они прелестненькие. Заметьте, то, что мы корочку добавили, фарш, видите, она никуда не делась, она там же осталась. Вот еще раз, вот, смотрите. Все прекрасно. Чесночка украшаем. Перца. Красненького. Тоже. Опа. Красота. Просто полюбуйтесь. Сейчас я вот так покажу. Вот так. Смотрите. Ну не бомба ли. Приятного аппетита, ребята. Мы идем кушать. Красота. Главное его место должно быть здесь. Вот она. Так она должна быть. Ну что ж, друзья, пришла пора дегустировать. Давайте сразу я начну с голубцов. И сразу вам покажу, как приготовилась утка наша. Она просто разваливается. Ой, тут у нас ниточки. Ниточку убираем. И вот прям она распадается. Вот так. Нежнейшая, сочная. Это божественно. Фарш. Оставляйте свои комментарии. Приготовьте. Готовьте таким рецептом. Всем вам желаю приятного аппетита. И самое главное, ребята, сейчас удивитесь, кто мне помогал снимать этот рецепт. Я вас хочу познакомить с моим другом, которого вы знаете не понаслышке. Очень крутой человек, режиссер, оператор, человек-оркестр. Игорь Ермаков. Я всех приветствую. Известный как всем Эркин Питерский якут. Чуть слюной не захлебнулся. Да, друзья, Игорь, я все время в сторисах вам говорил про наш фильм «Кочевники Ледовитого океана». Тайны острова Тумана. «Тайны острова Тумана». Весь фильм он снял. Там в титрах увидите Игорь Ермаков, Игорь Ермаков, Игорь Ермаков. Представляете, человек одного фильм сделал. Вот такой крутой. Да, и вот Игорь. сегодня спасибо, что позвал меня не только поработать, помочь тебе поснимать, но еще и я просто сейчас с нетерпением жду, когда мы это все начнем кушать. Еще и банька наш ожидает. Мы с Игорем кушаем, трапезничаем, у нас Здорово. баня топится. Ну что ж, друзья, приятного аппетита. Я ссылочки на канал Игоря оставлю. Еще здесь оставлю ссылку на фильм, который сделал Игорь. Игорь, кстати, его загрузил уже на YouTube, на свой канал. Я ссылочку дам. Можете перейти, посмотреть и, конечно же, все поставить лайки, движения, чтобы наш фильм Поддержать. посмотрел как Да. можно больше людей. Алгоритм YouTube, к сожалению, так работает. Так, друзья. Фильм по-настоящему хороший. Я его рекомендую всем без зазрения совести. Ну, зацените вот фильм. Вот, поверьте моим словам и зацените. Да. Ну что ж, Игорь. Давайте уже кушать, Наконец-то. пробовать. Хватит Наконец-то. снимать. Да, хватит снимать, а мы немножко давайте вот так поставим. Че? Погнали. На камеру начнем, да? Немножко? Ладно, давай. Бульоном с этим, да? Давай. Бульон вообще. Чинчин, давай. Тема. Это Спасибо бульон, тебе это не за бульон, руки. а это эликсир жизни. И как ты нам так аппетитно делал, я на тебя смотрел. Ну что ж, ребята, я с вами прощаюсь. Я чувствую себя очень виноватым перед вами кушать. Не будем так делать. Да. Всем счастливо. Счастливо, пока. Давайте посмотрите наш фильм обязательно. И подписывайтесь на Мирлана, кто не подписан. Подышим немножко эвкалиптом и пихтой. Надо парить так, чтобы у человека
пусть не заскакивает. Человек должен отдыхать. Это как бы умиротворение.